просто вот неправильный обмен веществ в организме. Его надо только направлять на правильную форму. Я думаю, что после таких заявлений бананы с полок магазинов исчезнут. Скажите, вот насколько эффективны или вредны препараты для похудения? То, что вот и западные, и наши вот химия. Вот сейчас в последнее время вот мода стала, чтобы вот это от похудения приготовить различные вот это препараты, биологические пищевые добавки активные, и кое-какие чаи и так далее. Но насчет чая можно это принимать, но, как сказать, пока в организме, да, причину вот этого ожирения, если мы не будем устранять, а от различных препаратов человек никак не сможет похудеть. У нас звонок в студию. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Да что такое? Что-то сегодня в городе происходит не то. А есть ли ограничения для участия в вашей программе? Да, у меня предварительный запись. То есть все могут, от мала до велика, от пионера до пенсионера, да? Да, могут обращаться, да. А вот если там гастрит, язва, допустим? Ну, кроме этого, я занимаюсь это исцелением. В моем лечении подаются почти всякие болезни, вплоть до онкологических болезней, вот до третьего этого стадии можно лечить. Это вот с язвой, если вы можете к вам принимать на похудение, если у человека язва есть? Если у человека язва, сперва надо устранять вот этот болезни, а потом можно установку поставить на похудение. А вы даете какие-то гарантии? Вот ваш центр дает гарантии, что человек похудеет, который к вам обратился? Да, 99% можно гарантию отдавать. Потому что если я скажу 100%, это... Потому что 100% гарантии никто не сможет отдать. Но я 99% даю гарантии, что это вот будут худеть. То есть это достаточно большой процент, да? Скажите, а сколько лет вашим рецептам, вот, которыми вы пользуетесь, и почему в тайне держите? Потому что это раньше вот было у падишахов, в их замках были свои лекари, они приготавливали различные эликсиры, бальзамы и так далее. Но это передается от поколения к поколению, это называется медицинской тайной. Его нельзя раскрывать. Потому что вот, это, с одной стороны, неуважение к предкам, а с другой стороны, вот это, сегодня я раскрою его, а завтра, да, различные фирмы, да, будут выпускать этого. Да, пользуюсь, и будет вред, наоборот, еще, да? Да. Ну, если по-настоящему, если изготавливать, ну, я доволен вином, но сейчас такой век, что вот всякие подделки, если они хотя бы принесли бы вот людям какую-то помощь и так далее, ну, можно было. И так, да, весь организм, да, вот сейчас отравлено у всех почти. Подделка, да. Это еще к ним добавление будет. А мы, врачи, должны, да, вот помочь людям избавиться от всяких недугов, очистить организм и так далее. Ну, мы даем только хорошие советы. И мы рады, чтобы если кому-то поможем. Ну, дай Бог всем здоровья. Вот я заметил, что на ваших эликсирах нет вот таких красочных наклеек, ничего нет. То есть главное содержимое его, которое вы держите в тайне. Да, это самое главное, его содержимое, его химический состав. Ну, все то, что я изготавливаю чисто, это экологический продукт, это настой лекарственных растений. А где вы учились? У кого вы учились на протяжении вот нескольких лет? Десятилетий даже, знаете? Ну, вот целительство, это не имеет школа. Это, во-первых, через предков передается. Во-вторых, это Божий дар. А в-третьих, я оканчивал биологохимический, вот, медицинский, фармацевтический, школа Джону, школа нутриционной медицины, Высшую Российскую академию, всероссийскую. То есть вы один из немногих специалистов, который как бы успешно в себе сочетает и традиционные науки, традиционной медицины, и нетрадиционной, да? Да, я занимаюсь и традиционной, и нетрадиционной медициной. Но больше всего я приходил в последнее время на фитотерапию и на косметологию, потому что сейчас 21 век, научно-технический прогресс, надо вот выше продвигаться.
И хочется, чтобы развести вот учеников, то знание, которое у меня есть, хочется передавать им. А ученики есть у вас уже, нет? У меня пока 2, но хочется, чтобы их было много. Много учеников, да, я вам завидую. Вы движетесь в этом направлении, да? Вас называют хирург без ножа, то есть вы можете, вот я видел на видеосюжете, на репортаже, как вы по цвету глаз, по языку определяете, чем человек болен. Да, у меня специальная диагностика, например, это языкодиагностика, губодиагностика, ногтодиагностика, диагностика по внешнему виду. Все это вот дает очень точно это вот поставить этот диагноз. А кроме этого, для того, чтобы поставить диагноз, надо знать натуропатию. У каждого человека есть своя натура. Натура определяется, бывает сухая натура, влажная натура, бывает средняя натура, бывает сухая натура. Но каждый человек есть, например, на первой степени горячий, на второй холодный. А у некоторых на первой степени холодный, а на второй может быть сухой. Вот для этого надо определить натуру, потому что каждое растение тоже имеет свою натуру. Если мы точно поставим диагнозы и натуру человека, если мы будем определить, мы сразу можем это назначать какие лекарственные растения. Спасибо вам большое. Это был гость нашей студии Раджа, специалист тибетской, индийской, персидско-арабской медицин и фитотерапии. Спасибо вам большое. Не болейте. Всего доброго. До свидания. Вот в этой небольшой, но уютной комнате этот человек, данный ему от природы способностью, даже не побоюсь этого слова, властью, творит чудеса. Он ставит на ноги тех, кто, казалось бы, если верить утверждениям участковых врачей и других обладателей традиционных дипломов, на ногах, в общем-то, стоять уже не должен. Глядя на Раджу, а полное его имя Раджиб Мурат Якубов, так вот, глядя на него, начинаешь понимать, почему люди отдают предпочтение нетрадиционной медицине. Текучке, будничным, устало-виноватым улыбкам поликлиничных и других дипломированных врачей, унизительному сидению в очередях, они предпочитают почти домашнюю обстановку, подлинное радушие и внимание целителя, который, к слову сказать, обладает дипломом и традиционного врача-терапевта. У меня очень заболела печенка и воспалилась селезенка. Вот, и мне пришлось приехать сюда. Ну вот я езжу уже, не знаю, не очень долго. Но улучшение я заметила. Вот, печенка уменьшилась, не стала болеть. И селезенка тоже нормально себя стала чувствовать. Уже 2 года, как заболел мерцательная аритмия сердца у меня. 2 лежал в больнице. Результатов никаких не получил. Здесь как раз по телевидению показывали доктора Раджу. И мы сразу позвонили, супруга позвонила ему и записались на очередь. Вот. На следующий день приехали к нему, он принял нас, выслушал внимательно. Ну и сразу заверил, сказал, что он вылечит. Вот ровно месяц я уже лечусь у него. Она меня сюда привезла, ну я не ходил почти. 3-4 шага сделаю, и я уже теряю равновесие, падаю, меня идет задышка, перехватывает все мне, сердце, все. Ну вот сейчас уже месяц заканчиваю я лечение. Вы же видите, как я себя чувствую. Я прекрасно себя чувствую. Вот я сейчас после сеанса встал. Вы сами видите, в каком я состоянии. Ну, да, а мне 72 года. Ну, можете представить, как себя я чувствую. Прекрасно. У этого доктора, прямо скажу, золотые руки. Этому доктору можно верить и доверять. На ваших экранах уникальные кадры. Применение на практике эликсира молодости. А еще он повышает иммунитет, жизненный тонус, очищает печень, почки, сосуды, и этим далеко не исчерпывается перечень целебных свойств живительного бальзама, который вот уже без малого 1000 лет служит людям, и рецепт которого, естественно, держится в строжайшей тайне. Поэтому процесс приготовления нам снимать не разрешили. К нему, к Радже,
Приходят многие, и всем он старается помочь, потому что знает, если не он, то кто же. У меня заболевание щитовидной железы, большие узлы на щитовидной железе. В медицинских учреждениях, кроме операции, мне никто ничего никогда не предлагал. Я позвонила доктору, узнала, можно ли мне помочь. Он сказал, что приходите, будем лечиться. Но когда я пришла, он сказал, прежде всего надо уменьшить вес, потому что у меня было за 120 килограмм. За 2 недели я похудела на 10 килограмм. И, естественно, у меня улучшение, облегчение наступило. Мне легче и ходить, мне легче жить. Мне приятно общение с доктором. Он лояльный, мягкий. Я видела доктора Раджу по телевизору и услышала, как он рассказывает о том, что можно похудеть. И решила приехать к нему. Он сказал, что может помочь мне в этом. Я езжу уже 4 недели, похудела я на 12 килограмм. Помимо этого у меня поджелудочная болела и печень. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Мы очень просим не расценивать этот репортаж как рекламу. Просто хочется помочь, пока еще можно помочь всем, кому это необходимо. А для тех, кто привык верить бумажкам, специальная информация. Раджа – этнические корни индусские. Целительством занимался еще его отец. Один из немногих членов профессиональной терапевтической лиги, действительный член профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной народной медицины. И, наконец, лучший целитель России последнего десятилетия 20 века. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Многие из нас, прежде чем принять какое-то лекарство, обязательно ознакомятся, какой отрицательный эффект, побочное действие какое у него. Вот. Тем не менее, никто о нас так лучше не позаботится, чем природа. И тема сегодняшней передачи, мы в прямом эфире 21 12 538, ждем ваших вопросов. У нас в студии этому посвящена тема сегодняшней передачи. У нас в студии специалист тибетской, индийской, персидско-арабской медицины и фитотерапии, народный целитель Раджа и руководитель межрегионального центра проблем инновационного развития, индивидуальный предприниматель Владимир Павлович Ульшин. Очень коротко, чем занимается центр? И потом мы перейдем к вопросу о том, как вы нашли друг друга. Центр на себя взял обязанность собрать все проблемы неприменения инновационных технологий всех сфер хозяйствования. Проанализировав обстановку, почему так тяжело идут и с таким риском идут инновационные технологии, инновационные проекты, мы поняли, что столько проблем, которых мы не знаем. Вот для того, чтобы их знать, значит, мы их изучаем, и тогда нам проще, тем более с применением новейших технологий, тогда нам проще решать проблему предприятия в части его развития. Значит, кроме банка данных инновационных технологий, мы уже многим предприятиям Краснодарского края оказали конкретную помощь в плане развития именно с помощью применения новейших технологий. Вот, значит, естественно, медицина, как без медицины мы живем, это наша жизнь. И когда я на предыдущих передачах познакомился с Раджой, значит, мне очень заинтересовал его подход в плане того, что он не лечит руку, не лечит ногу, не лечит сердце, он лечит полностью человека. Он берет систему, находит причину и занимается первопричиной, которая убирает то, что у человека, допустим, плохие глаза, или там у человека большое давление. Но он занимается в системе, применяя экологические все основы. Значит, наше посещение последний раз Мостовского района, он столько нам показал, нам открыл глаза, нам, как краснодарцам, кубанцам, значит, начиная от минеральных источников, минералов, самих минералов, трав,
лекарственных растений, которые мы просто почему-то по каким-то причинам не изучаем и не знаем. Я очень благодарен, поэтому наши возможности, которые у нас есть, значит, мы познакомили его с Темрюкским районом, грязевые вулканы, Лабинский район, водоисточник, Масловской район. Значит, предложили места, где можно поставить профилактический оздоровительный центр с его возможностями. Мы готовы работать в его направлении и сделаем очень много. Значит, дай Бог его развитию. Вот в этом плане, поэтому вот так мы нашли точки соприкосновения. Скажите, а можно ли сказать, что это медицина будущего? Даже не сегодняшнего дня, это медицина завтрашнего дня. Минуточку, сейчас звонок в студии. Слушаем вас, добрый вечер. Говорите. Господину Раджи, можно задать вопрос, пожалуйста? Да, пожалуйста, вы в эфире. Сможет он объяснить лечение бронхиальной астмы? Возможно? Спасибо, понятно. Бронхиальная. Бронхиальная астма – это самый первый, если человек страдает бронхитом, если не излечивается, остаточные явления это приводит к бронхиальной астме. Но возможно вот это лечение бронхиальной астмы вот с помощью корня солодки. Если вы хотите избавиться от этого недуга, и лучше принимайте побольше вот отхаркивающий. Это вот корень девесила, листья маты и мачеха, корень солодки и крапива. Все соотношение 1 к 1. Одну столовую из этого субора на 300 мл в воде настаивать 40 минут, процедить и принимать по 100 грамм 3 раза в день. Курс лечения 40 дней. Через каждые 10 дней 3 дня перерыв. Желаю вам здоровья. Я хочу сказать, что, конечно, Раджа может дать любую консультацию, но лучше, конечно, прийти, посмотреть, как говорится, глаза в глаза. На протяжении всей передачи